Чтобы создать увлекательный сюжет, нужно хорошо продумать правила, придумать нужное количество персонажей и прочие нюансы. В школе игротехники знают, как создать увлекательный сюжет. Гора новостей в молодежном клубе «Ростынь». У нас есть уникальная возможность увидеть, как готовится летний лагерный сезон. Да, так заранее. Не только сани готовятся летом. Игры для уникального тематического лагеря придумываются уже осенью. Лагерь в стиле Дикого Запада «Говорящая вода» полностью инсценирует жизнь индейцев, коренных жителей Америки. И чтобы все соответствовало на высшем уровне, нужна колоссальная подготовка. Что означает твое имя? В лагере имя дается либо за какие-то заслуги, либо когда человек раскрывается полностью, становится видна его личность, становится виден его характер. Мне мое имя дала девушка по имени Девушка-пчела, вот это моя подруга, и когда я жила у нее в типе, она была хозяйкой типа, то есть, грубо говоря, вожатой. Она дала мне имя «Совяный бегущий к свету». Ребята в совершенстве владеют всей этой терминологией индейцев Дикого Запада. Вы ведь сами прекрасно знаете, для того, чтобы игра удалась, нужно полностью погрузиться в свои роли и отыгрывать все до мелочей. Ребята на занятии по актерскому мастерству учатся навыкам рассказчика, ставят дикцию и командный голос с помощью небанальных упражнений. Расскажи про занятия, которые подготавливают стажеров. У нас такая школа игротехники, можно сказать, где обычно дети, которые приезжали ребенком в лагерь, не желают расставаться с детством, желают идти стажером, они приходят к нам, и мы их обучаем. В первую очередь это теория. Теория, тут относится и педагогика, и медицина, то есть первая помощь. Также сюда относится индейская культура. Обязательно любой стажер должен уметь рассказывать об индейской культуре. Чем интересна индейская культура? Это детство многих, то есть эти фильмы об индейцах различные. Плюс эта культура далека от нас. Это все-таки западная культура. Индейцы проживали не на нашей территории в основном. Мне кажется, что всегда интересно что-то отдаленное. Но, как известно, любой лагерный вожатый должен уметь практически все. Увлечь, присмотреть, развеселить, пожалеть и даже при необходимости сыграть на гитаре. Всему этому за осень, зиму и весну учатся парни и девчонки в стенах клуба «Ростынь». Все эти игры тестятся в реальности. Бывает и такое, что гениально продуманные схемы не работают в деле, а бывает наоборот. Одним словом, делу время, а потехе час. Чтобы развлечение удалось, нужно потратить немало времени на подготовку. Дарья Левченко, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».